Салам алейкум, мы находимся перед рестораном Паша. Это ресторан, который предлагает британцам и всем туристам кухни тюркских народов. То есть это среднеазиатский ресторан Паша. Шеф-повар этого ресторана Паша Музафар расскажет вам, как приготовить узбекский плов. Сегодня Паша ресторан приготовит вам чисто узбекский плов. На самом деле плов делится на разные виды. Это ташкентский плов, самаркандский, бухарский плов, ферганский, долинский плов. Но мы сегодня приготовим вам чисто узбекский ошский плов. Но для этого нам нужен будет морковка, мясо баранина, рис и по вкусу можно добавить изюм и айву. Ну, начнем приготовить узбекский ошский плов. Сегодня мы готовим 1 килограмм плов. И для 1 килограмма плова нам нужен будет 300 граммов масла, и килограмм мяса, килограмм морковки и килограмм риса, и пару штук лука. Лук можно шинковать. Как мы уже говорили, есть разные виды приготовления плова, и мы сегодня начнем с лука приготовлять. И хорошенько пожарим, и это будет чисто мужской чайханский плов. Это для только избранных людей приготовим. И есть второй вид приготовления, это можно начать с мяса и потом лук. И тогда получается плов у нас беловато, и это будет свадебный плов, это на общий для публики. Как вы видите, у нас лук прожарился, приобрел коричневый цвет. И теперь можно добавить мясо. Мясо тоже примерно пожарим 20-25 минут. Когда мясо прожарился, когда изменил цвет, можно добавить соль. Соль добавить по вкусу. Время пришло добавить морковку, так как у нас мясо и лук пожарился очень красивый цвет, коричневый. Добавляем морковку.
После добавки морковки пожарим 10-15 минут. Лук, мясо, морковка пожарилась. Время пришло добавить воду. Воду добавляем примерно 1,5 литра. Ну, имейте в виду, много воды не добавляйте. Когда надо будет, можем потом добавить. Пока наш плов варится, но у нас есть время, пока приготовить рис. Для этого нам нужен сперва помыть рис. Перец с жиром, это перец дает свой острый вкус жиру и дает определенный аромат. Когда вы кушаете плов, добавляете чуть-чуть жира отсюда берете, и это дает определенный вкус вашего плова. Вода вскипела. И пока варится, нам надо будет приготовить некоторые ингредиенты. Это чеснок, айва и чуть-чуть по вкусу зире. Айва, 1 штука, уже это помытая. Чеснок, 2 штуки, село мы вкладем. И зире, чуть-чуть. Подождем 10-15 минут, пока варится.
Друзья, время пришло добавить рис, но до этого нам надо в обязательном порядке проверить соль. Соль воды и нашего плова. Да, соль на данное время достаточно хватает. Если надо будет, по вкусу можно добавить. Добавляем рис. Бисмилля. Запах очень такой вкусный. Все, положили все риса. Теперь будем проверять воду. Это, кстати, это самый кульминационный момент плова. Надо проверять воду, уровень воды, и надо проверять приготовление риса до закрытия плова. Вода должна 1 сантиметр выше, чем рис. И будем ждать 10-15 минут. Самое главное, следите, что в казане в одном части не было сырым, а в другой части переваренным. Это самый важный часть. Плов наполовину готово, и время пришло добавить некоторые ингредиенты. Это зире. Еще добавим. Изюм. Можно рассыпать. Время пришло добавить перец с жиром. Это самый главный ингредиент, который делает плов мужским. Это, кстати, это дает чисто мужскую силу. Ждем 20 минут. Все, плов накрыли, и у нас есть 20 минут. До этого можем и приготовить салат под названием аччук. Для этого нам нужен будет помидор, 2 штуки, красный лук, огурцы и диль и базиль. Помидоры резим очень тонкими. Умение выбрать овощи – это талант, искусство каждого повара. Я выбрал помидоры, которые не мягкие очень, и не жесткие, и не маленькие, и не большие. И это должен быть свежим, еще раз свежим.
Помидоры шинковали уже. Время пришло порезать лук. Должен быть очень-очень тонкими. Огурцы. Пару штук зеленого перца. А теперь добавляем укроп и базилик. Все, мы все наши продукты, овощи шинковали. Теперь можно добавить соль. Перец. И оливковое масло. Все, 20 минут прошло, время пришло открыть наш плов. Открываем плов. Да. Как видите, у нас мясо сверху большими кусками. Нам придется их резать маленькими кусками, чтобы наложить на наш стол. Теперь мы перемешиваем плов. Орошенко, чтобы мы, как мы знаем, под рисом стоит у нас морковка. А теперь плов наложим на блюдо. Все, и сверху положим нарезанное мясо и айву. И красиво.
Очень вкусно. Как сейчас ем, я это, как бы сказать, просто объединение. Все ингредиенты, все это рис, мясо и морковь, все они как объединяются у меня так во рту, вкус такой сочный, изящный. Не знаю, по-моему, это не Ташкент, это Ошский, как-то по-мужски. Мне очень понравилось. Плов получился отличный, специфический вкус, вот как я себе всегда представляла, настоящий узбекский плов. Плов великолепно, честно говоря. Я не ожидал, что такой центр Великобритании, Лондон, существует такой, скажем, чайханский плов. Я с Ташкента, и обычно мы, ребята, собираемся в чайхане, чтобы сделать такой плов. Ну, реально вот такой, даже лучше, можно сказать. Ну, там дают изюмерие такое мясо, что и там есть тоже, там, скажем, яблоко, все там, все ингредиенты дают мне это вкус, как будто я вот в Ташкенте ездил. Спасибо, что мне дали такой шанс, что попробовать и быть как-то дегустатором. Это... Еще я попробую. Спасибо большое.